Марк, кстати, ты подумал о своей будущей жизни? Я об этом не особо задумывался, но думаю, что я буду заниматься предпринимательством. А ты, Влад? А я выиграл. Давай продолжим. Давай. Нет, в этот раз я выиграл. Ну, конечно. Ну что там? Да, ничего важного. Ну, ответишь же? Да, мам. Да, пойдем. Да, сделал. Да, мам. Да. Мам, я немного занят. Я тебе позже перезвоню. Давай, пока. Игра может же подождать. Да, она мне так каждый день звонит. Спрашивает, поел ли я, как день прошел, сделал ли я уроки. Он так спрашивает, потому что переживает за тебя, заботится. Забота? Какая забота? Я уже большой и сам могу о себе позаботиться. Зря ты говоришь. Мне очень приятно, когда мама проявляет заботу. Мне нравится, когда мы с ней идем по парку, едим мороженое, разговариваем на душевные темы. Да, но иногда эмоции берут вверх, и мы не понимаем, кому адресовываем свою речь. Порой мы даже не осознаем, что это мама, человек, который всегда рядом, человек, который поддержит тебя в трудную минуту. Алло, мама, помнишь, я обещал тебе перезвонить? Да, я поел. Мам, слушай, у меня идея возникла. Может, сходим куда-нибудь в эту субботу? Ну, например, по парку погуляем, поболтаем. Да, давай. Отлично. Ладно, целую. Пока. День матери – это праздник каждой женщины, любящей своих детей и приложившая все усилия на их воспитание. Давайте подарим эту радость и проведем этот день вместе с нашими дорогими мамами. Те, кто обладает удивительным слухом, умеет видеть насквозь, умеет дать понять, что что-то не так одним лишь взглядом. Они всегда рядом, когда нам плохо. Они знают, что сказать, что сделать. Кто они? Супергерои? Нет, они наши мамы. С праздником вас, мамы!